Можно начинать. Я включил все, может, Итак, у нас сегодня установочное собрание Республиканского методического объединения учителей географии. Тема нашего собрания – организация деятельности Республиканского методического объединения. Приветственным словом к вам, дорогие учителя, методисты, наставники, выступит Габова Марина Анатольевна, проректор по учебной деятельности Коми Республиканского института развития образования. Пожалуйста, Марина Анатольевна. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы продолжаем серию установочных собраний республиканских методических объединений учителей. Серьезная миссия лежит на этих республиканских методических объединениях. Они создавались с целью повышения качества образования в Республике Коми и с целью организации методической поддержки всем учителям нашей республики. Вам предстоит сегодня выработать единую концепцию своей деятельности, утвердить положение о Республиканском методическом объединении, определить круг задач, которые вы будете решать в рамках своей деятельности. Я желаю вам успехов и передаю слово руководителям Республиканского методического объединения. Пожалуйста. Итак, первым вопросом является роль методических объединений, педагогических работников в развитии системы общего образования Республики Коми. Второй вопрос, который мы рассмотрим – организация деятельности Республиканского методического объединения учителей географии, утверждение проекта, положение о деятельности. Третий вопрос – выборы совета, в который войдут различные учителя, методисты. И вопрос четвертый – утверждение плана заседаний на 2017-2018 учебный год. Итак, позвольте мне начать с первого вопроса. Говоря о методических объединениях и их роли, конечно, они имеют очень большое значение. Методическая работа осуществляется на разном уровне. И давайте посмотрим актуальность создания республиканских методических объединений. Первое – необходимость разработки концепции развития содержания учебных предметов и предметных областей, потому что сегодня от содержания учебных предметов и предметных областей очень многое зависит, так как, прежде всего, формирование знаний, умений, различных компетенций идет от содержательных линий. Тем более, каждый субъект Российской Федерации, в том числе Республика Коми, должны начинить содержание компонентом уровня регионального. Так что это одна из важнейших задач. Необходимость разработки и освоения новых подходов и технологий преподавания предметов. На сегодняшний день известно очень много технологий. Вы прекрасно о них знаете. Это и технология модульного обучения, технология критического мышления, технологии опорных конспектов. И можно было перечислять и перечислять. Как найти те технологии, необходимые, чтобы достичь высоких результатов процесса обучения и подготовить учащихся к итоговой аттестации. Необходимость активного обсуждения – это следующее актуальность создания в педагогическом сообществе профессиональной экспертизы лучших практик. Мы знаем, что сегодня у нас учителя настолько талантливые, настолько выдающиеся, которые могут так преподнести материал. Поэтому необходимо, конечно, обсуждение. Все идет от учителя. И учитель в течение всей своей жизни учится. Поэтому учитель может быть учителем только тогда, когда он продолжает
осуществлять свою учебу. Необходимость также организации площадок для разработки предложений, методического сопровождения процессов, развития образования. Так что я думаю, что здесь эти площадки будут предоставлены Институтом развития переподготовки. Какова же структура государственно-общественного управления в сфере образования? Если мы начнем сверху, то эти федеральные учебно-методические объединения. Федеральные учебно-методические объединения разрабатывают и программный материал, и содержание учебников, и многое другое. Соответственно, они спускают на следующий уровень, это региональное учебно-методическое объединение. И раз сегодня оно будет создано, то оно создано на основе Коми-Республиканского института развития образования, как вы видите на этой схеме. Ну и, конечно, сюда будут объединены учителя, профессиональные объединения, ассоциации, союзы и так далее. Будем спускаться ниже, мы видим муниципальные учебно-методические объединения. Муниципальными учебно-методическими объединениями руководят методические структуры муниципального уровня. Они различные, они имеются в каждом городе. Ну, допустим, в городе Сыктывкаре информационно-методический центр. В районах также имеются эти центры. И опять же сюда входят муниципальное отделение общественно-профессиональных объединений. Это ассоциации, союзы, учителей и так далее. Следующий мы видим выход уже конкретно на школы, учебно-методические объединения образовательных организаций. В каждой организации работают учителя. Порой это один учитель географии, один учитель биологии, химии и так далее. Они объединяются в учебно-методические объединения, решают общие порой очень сложные задачи, которые объединяют актуальность процесса преподавания, образования школьного на уровне географии, биологии, химии и так далее. Редко, когда мы в школе можем увидеть несколько учителей, объединенных вместе, составляющих такую организацию на уровне конкретной школы, гимназии, лицея. Итак, мы познакомились с ватной структурой и видим, что региональное учебно-методическое объединение, оно взаимосвязано как с федеральным учебно-методическим объединением, так и объединениями муниципальными и с выходом на конкретные учебные заведения. Основные направления деятельности федерального учебно-методического объединения на уровне Москвы – это мониторинг реализации федерального государственного образовательного стандарта, предложения по изменению, дополнению, методическое сопровождение, внедрение. Поэтому мы каждый раз видим с вами, приходят к нам документы, которые говорят, как необходимо изучать тот или другой курс, с чем связано сокращение, какие изменения происходят в федеральном государственном образовательном стандарте, в том числе и по нашему предмету географии. Участие в разработке примерных общеобразовательных программ идет тоже на федеральном уровне. Мы же получаем эти примерные общеобразовательные программы, над которыми трудимся, куда включаем компоненты и школьные, и компонент региональный. Это проведение экспертизы, научно-методическое, научно-методическое сопровождение этих программ. Участие педработника в разработке КИМов, это контрольно-измерительных материалов для оценки знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций. Каждый год в Москве, бывая и работая по разработке, в том числе КИМов, перед, скажем, непосредственно уже участием как председателя ЕГЭ по географии, мы говорим, какие недоработки есть в контрольно-измерительных материалах, как желательно это изменить. Но, тем не менее, решается на уровне федерально-методического объединения. Участие в оценке учебно-методических комплексов, а комплексов у нас сегодня тоже много. Участие в разработке программ повышения квалификации, переподготовки педагогических работников. Это тоже очень острая проблема, как вы все прекрасно понимаете. Как бы нам хотелось, чтобы у нас все учителя были в высшей квалификационной категории, получали хорошую заработную плату. Но, однако, соответственно, разработка требования
различные, каждый год они меняются. Это тоже вызывает определенные сложности именно в работе учителя. Участие в разработке профстандарта, то есть какими компетенциями должен владеть прежде всего учитель, какими знаниями, умениями и многими другими компетенциями. Они все, соответственно, разрабатываются на уровне Федерального учебно-методического объединения. Понятно, что мы должны руководствоваться теми документами, которые имеются. В 2015 году создано Республиканское учебно-методическое объединение в системе образования. Перед вами приказ, указан номер, именно на основании приказа Министерства образования Республики Коми о создании Республиканского учебно-методического объединения в системе образования Республики Коми от 30 апреля 2015 года, номер 310. От 2015 года прошло довольно много времени, соответственно, создано, и давайте посмотрим, какой состав должен быть Республиканского учебно-методического объединения в системе образования Республики Коми. Понятно, что должна быть учтена вертикаль, и должны быть представители от разных структур, и мы видим здесь представителей высшей школы, учреждений среднего профессионального образования, муниципальных служб методических, педагоги, руководители образовательных организаций, специалисты Института Республиканского института развития образования, именно на этой базе, сотрудники министерства. Поэтому сюда, как вы видите, входят различные представители из различных структур. Говоря об особенностях республиканских объединений, мы видим с вами здесь под первым учебно-методическое объединение, а под вторым направлением Республиканское методическое объединение педагогов. Рассмотрим учебно-методическое объединение, структура, объединяющая по предметам. Это остается. Цель – научно-методическое обеспечение, обеспечение приобретенных направлений, модернизации системы образования Республики Коми. Данная организация управляет системой методических объединений республиканского муниципального уровня. Членами являются методисты, преподаватели вузов, средних профессиональных объединений, представители общественности, управленцы, педагоги. Однако мы видим здесь в старой форме были присущи неэффективность работы советов, потому что они общее руководство осуществляли, порой не знали всех проблем, которые существуют на уровне преподавания, скажем, нашего предмета географии, а каждый предмет имеет свои особенности. Если говорим о нашем предмете географии, мы видим в последние годы это сокращение часов, это порой невостребованность нашего предмета географии при поступлении в вузы. Мы видим с вами также, что на сегодняшний день много остается невыполнимым, и решить его, конечно, умом, который управлял всеми предметами, это было практически невозможно. Но вот этот обобщенный характер задач, который и просматривается. Поэтому решено было, начиная где-то в это время, организовать республиканские методические объединения педагогов, чтобы они были и носили целостный характер по отдельным предметам географии, отдельно по биологии и так далее, по 20 различным предметам. Они войдут в структуру, конечно, учебно-методического объединения в качестве отделений по предметному принципу, то, что я уже сказала. Цель, прежде всего, это активизация деятельности педагогических работников по обеспечению содержания и методики преподавания учебного предмета. Ну и самое главное, конечно, это выход на результативность работы каждого учителя. Потому что содержание содержанием, методики методиками, но в любом случае учителя мы ценим по, конечно, его профессиональным достижениям. Руководители Республиканского методического объединения входят в состав учебно-методического объединения в системе образования Республики Коми. И членами являются учителя, педагоги,
методисты, как мы уже посмотрели, это люди, имеющие различный может быть, стаж работы, имеющие разные отношения к данному процессу методической службы, но тем не менее, те, кто хочет работать, кто хочет, соответственно, менять содержание, кто хочет включаться в эту работу, и непосредственно он должен получить определенный уровень тех направлений, которые будет решаться данной организацией. Данная вертикаль управления системой методических объединений мы видим с вами. Конечно, все выходит на педагогических работников. И это самое основное. Вы, дорогие учителя, основа всего-всего. Далее мы видим здесь, что педагогические работники объединяются в школьные методические объединения, как уже тоже было сказано. Порой их состав очень различный. В одних школах географы объединяются вместе с биологами, в другой школе географы с историками и так далее. То есть опыт работы школьных методических объединений очень и очень разнообразный в каждом муниципалитете нашей республики. Это муниципальные методические объединения учителей. Конечно, здесь также огромнейшая работа, которая ложится на уровень конкретного города, поселка, конкретного района. Более 35 лет я руководила учителями географии города Сыктывкара, поэтому имею очень четкое представление о, прежде всего, роли методических объединений муниципального характера. И мы видим следующее: республиканские методические объединения учителей. И данная вертикаль продолжается и дальше, как вы прекрасно понимаете, на уровне федерального методического объединения. Функциями являются следующие функции или роли. Презентация лучших практик учителей, эффективных технологий, методов и средств обучения учебному предмету. Еще раз я говорю, что все от учителей. Поэтому мы ждем в данном примере различные открытые уроки, замечательные презентации, использование различных технологий в процессе преподавания, использование различных средств обучения по предмету географии. Следующая: организация общественного обсуждения учебно-методических комплексов, учебных пособий, учебников в печатном и электронном виде, а также электронных приложений к ним, других учебно-методических материалов в соответствии с целями и задачами учебного предмета. Чтобы вашими пособиями, вашими электронными, печатными пособиями, приложениями могли пользоваться и другие учителя. То, что наработано вами, чтобы вы могли делиться. Поэтому, конечно, обсуждение тех или других наработок сегодня является очень и очень важным. Содействие вовлечению педагогов в научную и публикационную деятельность через развитие и проведение исследований. Вы прекрасно знаете, и Максаковский, и многие другие выдающиеся методисты отмечают и отмечали, и говорят о том, что учитель сегодня – это не урока только дать. Он должен заниматься и научной работой. Он должен прежде всего смотреть, а что и почему удается успешно, а что удается с большим трудом. И поэтому, конечно, мы ждем и научной работы от учителей, чтобы можно было публиковать и этим пользоваться. Организация проведения экспертизы научно-методических, учебно-методических разработок, инновационных программ, проектов, учебной и учебно-педагогической литературы по запросам, заявкам заинтересованных физических, юридических лиц в рамках компетенции, конечно, нашего объединения. Вы прекрасно знаете, сегодня учителя столь творческие, поэтому любой урок, который мы рассматриваем, или любой курс, он включает на первое место, конечно, линию, о которой мы говорим, стандартную,
а вторая эта часть – это творчество учителя. Поэтому, конечно, эти разработки являются творчеством учителя. И они имеют очень и очень большое значение. Ну и оказание помощи муниципальным методическим объединениям учителей в изучении эффективности, результативности применения технологий, методов, средств обучения, в том числе в рамках и профильной подготовки, и профильного обучения. Хочется тут немножко остановиться. Вы все прекрасно понимаете, что муниципальные методические объединения, которыми руководят методисты, порой тоже один человек руководит географией, биологией, химией. И поэтому, конечно, вникнуть во все эти предметы учебные ему очень сложно. И, конечно, в этом плане вот такая помощь, я думаю, будет помощью просто необходимой. Ну, а кроме того, конечно, что и каким образом давать материал учащимся, чтобы формировать прочные, глубокие знания. На сегодняшний день, да, планируется создать, как вы видите, 20 республиканских методических объединений. Вот на 5-м месте мы видим здесь учителей географии. А какие это объединения, вы можете видеть. Видите, учителей русского языка, литературы, языка и литературы, учителей иностранного языка, учителей биологии, географии, математики, физики, информатики, химии, истории обществознания, начальных классов, физическую культуру, преподавателей, организаторов, основ безопасности жизнедеятельности и так далее. Но наш предмет, вы знаете, прекрасный, является предметом обязательным для изучения. Поэтому мы в этом списке республиканских методических объединений. Каковы же требования, которые предъявляются к руководителям республиканских методических объединений? Ну, конечно, наличие внутренней мотивации к участию в общественном, государственно-общественном управлении. И это очень важным является. Связь, которую мы будем держать с учителями на местах. Очень важным являются педагогические достижения, наличие значимых достижений обучающихся по результатам участия в конкурсах, олимпиадах, наличие опыта экспертной деятельности в процессе работы в предметных комиссиях. Я могу сказать, что здесь сидящие со мной учителя, они у нас включены в экспертную деятельность на протяжении очень многих лет. Они работают в этом направлении. У них хорошие достижения и в конкурсах, в олимпиадах по географии. Ну и опыт, конечно, работы у них имеется. Далее мы видим, это могут быть педагоги, имеющие опыт достижения высоких образовательных результатов учащихся, успешную профессиональную практику, представители высшей школы, представители дополнительного профессионального образования, научные работники в данной предметной области. То есть возглавить могут различные представители. Здесь вы видите на слайде уже историю. Это решение Республиканского учебно-методического объединения от 23 мая 2017 года. И тут вы можете ознакомиться, что подготовить проект приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми об организации методической работы на территории республики, сдвинуть ее с такой точки, целенаправленно ее организовывать, рекомендовать к утверждению положения Республиканского методического объединения учителей, преподающих комплексный учебный курс «Основы религиозных культур» и светской этики, и реализующих предметную область основы духовно-нравственной культуры народа в России, учителей языка и литературы, преподавателей, организаторов основ безопасности жизнедеятельности, рекомендовать к утверждению список руководителей республиканских методических объединений, руководителям республиканских методических объединений поручено подготовить проекты положений о деятельности, провести заседания и подготовить список членов. Вот как раз мы сегодня и занимаемся этими вопросами.
Оказать адресную методическую помощь педагогам, имеющим затруднения в качественной подготовке обучающихся к олимпиадам, конкурсам. Ну и самое-то главное, итоговая аттестация. Где-то уже практически в следующие месяцы у нас будут курсы по итоговой аттестации, по географии. Поэтому я думаю, что те, кто заинтересован в успешной сдаче своих учеников экзамена по географии, запишутся на эти курсы и будут присутствовать на этом заседании. КОМИ Республиканскому институту развития образования завершит подбор руководителей и обеспечит информационные, организационные и научно-методическое сопровождение создания и деятельности этого объединения. Но это уже, как говорится, мы сказали, история. Организация деятельности Республиканского методического объединения учителей географии и о проекте – это второй вопрос. И я даю слово Косоглаповой Ларисе Михайловне, учителю Вильготской школы номер 2. Пожалуйста. Еще раз добрый день, коллеги. Рассмотрим основные положения, общие положения проекта «Положение Республиканского методического объединения учителей географии». Положение Республиканского методического объединения учителей географии определяет порядок формирования и содержания деятельности РМО в системе образования Республики Коми. РМО создается с целью активизации деятельности педагогических работников по обеспечению развития содержания и методики преподавания учебного предмета географии в Республике Коми. Республиканское методическое объединение создается на основании приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми как структурное подразделение в системе образования Республики Коми. Организационное, техническое, методическое и информационное сопровождение деятельности методического объединения обеспечивает Коми Республиканский институт развития образования. Основные задачи Республиканского методического объединения учителей географии. Деятельность нашего методического объединения направлена на решение следующих задач. В первую очередь, это определение приоритетных направлений развития содержания и методики преподавания географии в нашей республике. Обеспечение методологического единства содержания, методов и средств обучения в системе непрерывного многоуровневого образования по учебному предмету географии. Выявление и внедрение эффективных технологий, методов и средств обучения учебному предмету, а также выявление положительного опыта использования учебно-методических комплексов и его распространение через публикации, семинары, вебинары, мастер-классы, практикумы, организацию и стажировочных площадок. В то же время нужно отметить организацию общественного обсуждения учебно-методических комплектов, то есть учебных пособий, учебников в печатном или электронном виде, а также электронных приложений к ним и других учебно-методических материалов в соответствии с целями и задачами учебного предмета. Можно я тут дополню, с вашего разрешения? Вы прекрасно знаете, что раньше в Советском Союзе мы работали по одной программе, работали по единому учебнику. Так, ну и также, когда мы долгое время рассматривали различные комплексы, мы на уровне, допустим, городского методического объединения определили те учебники, тех авторов, которые целесообразно использовать в учебном процессе. Ну и также вы прекрасно знаете, что история уже переходит на один учебник. Мы думаем, что в будущем будут единые учебники по всем предметам, в том числе и по учебнику географии. Организацию участия учителей географии в совершенствовании содержания, форм и методов повышения квалификации, профессиональной подготовки и аттестации, о чем уже сегодня тоже говорилось. Да? Содействие вовлечению педагогов в научную и публикационную деятельность через развитие и проведение исследований.
организацию проведения экспертизы научно-методических, учебно-методических разработок, инновационных программ и проектов, учебной и учебно-педагогической литературы по запросам и заявкам заинтересованных физических и юридических лиц в рамках компетенции методического объединения, а также оказание помощи муниципальным методическим объединениям учителей географии в изучении эффективности и результативности применения технологий, в том числе в рамках предпрофильной подготовки и профильного обучения, а также участие в организации интеллектуальных конкурсов, предметных олимпиад для обучающихся. Какие же общие требования к деятельности Республиканского методического объединения учителей географии? Республиканское методическое объединение осуществляет деятельность по следующим направлениям. Во-первых, это организационная работа, которая заключается в следующем. Разрабатывает перспективный план работы от 3 до 5 лет, для реализации которого разрабатываются планы работы на учебный год. Сегодня мы тоже рассмотрим этот план. Участвует в работе Республиканского учебно-методического объединения в соответствии с его планом работы. Взаимодействует с муниципальными и школьными методическими объединениями учителей географии. Организует и координирует сотрудничество муниципальных методических объединений учителей географии в соответствии с планом работы. Вносит предложения по механизмам взаимодействия с заинтересованными физическими и юридическими лицами в рамках выполнения поставленных республиканским методическим объединением задач. В то же время занимается обеспечением методического сопровождения преподавания учебного предмета география. Участвует в создании единого банка методических разработок и в изучении опыта преподавания учебного предмета географии в Республике Коми и регионах Российской Федерации. Оказывает методическую помощь педагогическим работникам в проведении мероприятий в соответствии с календарем образовательных событий, приуроченных государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры. А также оказывает консультационную помощь педагогическим работникам в рамках научно-методического и учебно-методического сопровождения преподавания учебного предмета. Участвует в разработке рабочих программ учебного предмета география, программ курсов неурочной деятельности, дидактических материалов и рабочих тетрадей. В разработке контрольно-измерительных материалов для оценки знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций обучающихся. В организации и реализации программ курсов предпрофильной подготовки и профильного обучения. Также участвует в разработке методических рекомендаций по созданию мультимедийных, аудиовизуальных средств обучения учебному предмету география, организации внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС общего образования, разрабатывает предложения по совершенствованию материально-технической базы, необходимой для преподавания учебного предмета географии, участвует в организации различных интеллектуальных и предметных олимпиад, соревнований, конкурсов, слетов для обучающихся, мероприятий методического характера для педагогов. Организует общественное обсуждение учебно-методических комплектов, учебных пособий, учебников в различном виде, и других учебно-методических материалов. Способствует содействию профессиональному развитию педагогических работников, оказывает консультационную помощь руководителям муниципальных и школьных методических объединений, предметно-цикловых комиссий по построению системы работы с педагогическими работниками, направленной на их профессиональное развитие. Формирует предложения по оценке профессиональной компетентности педагогических работников, вносит предложения по изменению содержания дополнительных профессиональных программ повышения квалификации учителей географии, в том числе по подготовке к переходу на профильное обучение. Организует научно-исследовательскую проектную деятельность учителей географии по проблемам, посвященным вопросам модернизации содержания и методики преподавания учебного предмета и географии и публикации ее результатов. Участвует в разработке и систематическом обновлении материалов, размещаемых в рамках сопровождения сетевого сообщества учителей географии на портале «Открытое образование Республики
Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети интернет. В рамках своей деятельности региональное методическое объединение имеет право в соответствии с законодательством Российской Федерации распространять информацию о своей деятельности, вносить в республиканское учебно-методическое объединение предложения по вопросам государственной политики и нормативного правового регулирования в сфере образования, содержания образования, кадрового, учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности, участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных документов по вопросам общего образования, оказывать информационные, консультационные и экспертные услуги в рамках своей компетенции. В составе Республиканского методического объединения при необходимости могут создаваться рабочие группы по уровням образования, либо по разрабатываемым проблемам. Республиканское методическое объединение ежегодно направляет в Республиканское учебно-методическое объединение отчет о своей деятельности за учебный год, а также направляет по запросу Института развития образования или Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми иную информацию о своей деятельности. Форма организации деятельности Республиканского методического объединения учителей географии. Следующее – это заседания, в том числе с использованием видеоконференц-связи, участие представителей РМО в заседаниях муниципальных методических объединений. Это встречи с представителями других методических объединений и Республиканского учебно-методического объединения, других государственных, профессиональных и общественно-профессиональных объединений учителей и преподавателей. Методические, практикоориентированные семинары и конференции различного уровня по актуальным проблемам модернизации общего образования. А также это тематические и организационные вебинары, видеоконференции, сотрудничество со специалистами различных ведомств и организаций. Сегодня третий вопрос представит выбор Совета Республиканского методического учителя географии представит Виктория Владимировна, учитель географии школы Номер 38 города Сыктывкара, Селявка Виктория Владимировна. Пожалуйста, Виктория Владимировна. Добрый день, уважаемые коллеги. Я расскажу вам о Совете Республиканского методического объединения учителей географии. Что собой представляет, что входит, кто может входить в состав этого РМО. Ну, прежде всего, в состав Республиканского методического объединения входят два руководителя, заместители руководителей, руководители муниципальных методических объединений учителей географии, ну и все другие желающие учителя географии. Кто зарегистрировался и кто хочет работать в методическом объединении. В состав Республиканского методического объединения утверждается приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. И вот приказ, которым утверждены два руководителя РМО под номером 279 от 28 августа 2017 года, приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, где утверждены два руководителя нашего РМО, это Надежда Васильевна Холикова и Лариса Михайловна Косолапова. Срок полномочий руководителей составляет 2 года. Заместитель руководителя избирается из состава членов Республиканского методического объединения открытым голосованием. Надо сказать, что состав Республиканское методическое объединение может собираться на заседания. Эти заседания планируется проводить не реже 4 раз в год. Возможно проведение и внеочередного собрания по актуальным вопросам. Такое собрание проводится по решению Республиканского учебно-методического объединения или по предложению не менее трети членов РМО. Ну и в конце учебного года проводится итоговое заседание Республиканского методического объединения. Заседание считается правомочным, если в его работе участвует более половины всех членов РМО. Решение принимается простым большинством голосования членов, которые участвуют в его заседании. Ну и как
обычно, да, решение оформляется протоколом, который подписывают руководители и заместители республиканского методобедения. Заседание РМО утверждает и вносит изменения в организационную структуру методического образования, избирает состав рабочих групп, как из числа членов республиканского методобедения, так и из участников, которые желают, на добровольной основе хотят участвовать, да, в работе вот этих творческих групп. Ну и заслуживает отчет председателя о деятельности республиканского методобедения на предшествующий период. Также принимает решение об одобрении или неодобрении деятельности РМО за указанный период. Руководители республиканского методического объединения осуществляют общее руководство текущей деятельностью методобедения, отчитываются по результатам деятельности на заседании республиканского учебно-методического объединения. Руководители, прошу прощения, организуют работу по выполнению решений объединения, осуществляют непосредственное руководство деятельностью РМО, проводят заседания Совета РМО, организуют работу членов республиканского методобедения. Заместитель руководителя осуществляет информационное взаимодействие с членами РМО, обеспечивает подготовку материалов к заседаниям республиканского методобедения, ведет протоколы заседаний и осуществляет иные действия, которые поручены руководителям. Посмотрим основные темы заседаний. На 2017-2018 год, как уже было сказано, будет проведено 4 заседания Совета РМО. Тема первого заседания, сегодняшнее заседание, оно установочное. Второе заседание и третье заседание мы хотим посвятить решению актуальных проблем школьного географического образования. Может быть, Надежда Алексеевна чуть-чуть подробнее, да? Мы знаем, что актуальных проблем школьного географического образования довольно много. Охватить их за 2 заседания это вряд ли удастся. Одно из них мы хотим посвятить это итоговой подготовке учителя и учащихся, направленные на ЕГЭ и ОГЭ, а в феврале месяце затронуть вопросы, которые касаются различных технологий обучения. Это тоже сегодня одна из актуальных проблем школьного географического образования. То есть мы не сможем, конечно, все актуальные проблемы школьного образования рассмотреть и указать здесь, хотя бы основное, которое касается итоговой аттестации учащихся, их подготовки, затруднения, которые связаны по каким-то причинам, то ли это может быть невнимательное чтение, то ли изменения, которые произошли за последние годы. Мы постараемся поднять уже в декабре. Одним из важных, конечно, является это повышение квалификации педагогов, подведение итогов работы. Это мы ставим последним в апреле, я думаю, месяце. Возможно, где-то еще раньше придется, потому что апрель месяц, май месяцы – это не самых сложных таких периодов и месяцев в работе учителя, когда идет и подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, и непосредственно, конечно, здесь и документация за весь учебный год, отчетность довольно большая, как вы все прекрасно знаете, дорогие учителя. Ну и те вопросы, которые у вас возникали, вы хотели задать нам, вы, пожалуйста, пишите. Значит, проект положения будет выставлен на обсуждение на портале «Открытое образование», и проект положения будет выслан по всем электронным адресам, которые, значит, у нас имеются, да, у всех зарегистрированных на этом портале на РМО учителей географии. Ждем ваших предложений и обсуждений. Значит, да, в состав регионального методического объединения учителей географии мы уже вот от 3 муниципалитетов получили согласие. И вот Прилузский район представит Косолапова Татьяна Андреевна, учитель географии села Черныш. От муниципалитета
Усть-Кулома, да, Усть-Куломского Усть-Куломского района. района. Да, Галиновская Ольга Витальевна, учитель географии Азиатской школы. Карткировский район, Баваева Татьяна Александровна, учитель географии поселка Подтыбок. Ну и из остальных муниципалитетов мы попробуем еще с вами связаться. Ну а если у вас есть желание, вы, пожалуйста, пишите нам. Да, Ну, постараемся, конечно, да, проблемы рассмотреть. какие-то рассмотреть. Да. Хочется еще обратить ваше внимание, что 26 ноября планируется очередной, третий по счету, географический диктант, который проводит Русское географическое общество. Цель этого диктанта – это прежде всего проверить уровень географического кругозора наших учащихся и всех, кто желает принять участие. Просим заранее, конечно, подавать свои заявки и принимать участие в таком очень важном мероприятии, так как географическое образование остается не на очень хорошем, я бы сказала, уровне в связи с сокращением часов географии, а наш предмет, который является предметом, формирующим прежде всего и развивающим различные, изучающим различные процессы, явления, объекты на 3 уровнях. Уровне локальном, уровне региональном и уровне глобальном. Нет ни одного предмета, который бы рассматривал все эти процессы, явления на всех этих 3 уровнях. Ну а кроме того, вы прекрасно также знаете, что у нас учебный предмет география. Я думаю, что он должен подняться под крылом Русского географического общества и быть на таком достойном месте, на котором он должен быть. Не случайно Организация Объединенных Наций только 4 предмета указаны как предметы, формирующие культуру человека. И прежде всего это такие предметы, как география, математика, история и язык. Вот мы думаем, что и наш предмет географии должен занять достойное место среди других учебных предметов. Поэтому мы желаем вам, дорогие учителя, всего самого наилучшего. Ну и, конечно, включайтесь в работу нашего объединения, потому что мы решаем общие проблемы. Эти проблемы практически везде одни и те же, в городе и в селе. Порой отсутствие нужных учебников, устаревший статистический материал, отсутствие нужных карт и многое-многое другое. Поэтому мы ждем отклика и думаем, что вместе мы с вами можем очень многое сделать. Так что до новых встреч. Может, есть вопросы? Может, сразу Да. какие-то вопросы, которые мы можем ответить? Нет, что писали. Пока Юзин и Бахтан, да? Нет вопросов. Пока вопросов. Тогда или подождем? Надо. Там запустить. Ну, давайте подождем, может, какие-то вопросы будут. Спасибо всем. Будем работать. Да. Будем работать. Еще раз, если есть предложения, мы ждем ваших предложений. Можно писать, значит, на электронную почту, адреса которых указаны Там ты должна быть. на портале «Открытое образование». Там есть, Есть да, уже. есть там, да, адреса электронных почт. Спасибо, коллеги.